Первый башкирский полк был первым среди 20 башкирских полков, которые участвовали в изгнании Наполеона не только по нумерации, но также по своей боеспособности и числу кавалеров воинских орденов. Несмотря на первоначально устаревшее вооружение, что было следствием запретительных мер правительства, а также ордынскую тактику ведения войны, башкиры сумели не только приспособиться к современной войне против сильнейшей армии мира, но и завоевать славу храбрых воинов. Боевой путь первого башкирского полка наглядно демонстрирует эту эволюцию. Чем было знаменито это подразделение, какова его история и кто были его командиры и главные герои? Первый башкирский полк мог бы быть предметом многих исследований по самой различной проблематике. Навскидку можно назвать такие темы: боевой путь полка, трансформация традиционной тактики башкирской кавалерии на примере первого башкирского полка, первый башкирский полк в европейском изобразительном искусстве, наконец, первый башкирский полк и башкирский фольклор. Касательно последней темы, исследователи с большой долей вероятности утверждают, что знаменитая песня времен антинаполеоновских войн «Любизар» является отражением боевого опыта конников первого башкирского полка. Считается, что первую письменную фиксацию одного куплета данной песни осуществил в 1854 году поэт и переводчик Николай Берг в работе «Песни разных народов». Француз непрост, наводит мост, хитрит, мудрит он чересчур. Казак у них проворен, лих в деревню шмык, ворует кур. Молодцы, ах, башкирцы, молодцы. В преддверии неизбежной войны с Францией с учетом недостатка кавалерии Александр I принимает решение мобилизовать казаков, башкир, калмыков и крымских татар. 7 апреля 1811 года, то есть более чем за год до войны, оренбургский губернатор Волконский получает именной указ императора. Для усиления армии нашей легкими и регулярными войсками и чтобы приобучить на будущее время к службе калмык и башкир, обитающих в краю, управлению вашему порученным признали мы за нужное нарядить 3 полка, 1 из ставропольских калмык и 2 из башкир. Из башкир 9 и 7 кантонов был сформирован первый башкирский полк. Это сейчас современные, в основном Мелеузовский район, Куйыргазинский район. Были участники из Зианчуринского района, Кугартинского района. Но получается со всей южной части нашей республики. 12 июня 1812 года так называемая Великая армия императора Наполеона Бонапарта вторглась в пределы России. Уже через 3 дня, 15 июня, под городом Гродно состоялось боевое крещение полка. Когда французы атаковали город Гродно, необходимо было дать бой, чтобы отошла русская армия, арьергардные бои так называемые. И вместе с Гродненским внутренним батальоном, гарнизоном, башкиры и несколько частей регулярной армии сдерживали целый день наступления французов. Участвовали в перестрелке, сожгли мост, участвовали на нападениях, контратаках, то есть очень храбро атаковали. Башкиры находились в летучем отряде атамана Платова, состоявшем из 7 полков донских казаков, 2 крымско-татарских, Перекопского и Симферопольского, Ставропольского, Калмыцкого и 1 башкирского. Крымско-татарские полки, по всей видимости, пополнялись также за счет нагайцев Степного Крыма, поскольку сохранились их изображения, сделанные в те годы. Матвей Иванович Платов, атаман Донского казачьего войска, генерал от кавалерии, участник русско-турецких войн второй половины XVIII века, войны 4-й коалиции 1806-1807 годов. Первое серьезное сражение отряда атамана Платова, прикрывавшего отход армии Багратиона от преследовавшего ее 4-го кавалерийского корпуса генерала Латурмобура, произошло 27 июня 1812 года в белорусском местечке Мир, что между Минском и Гродно. Авангард французов, представленный 29-й бригадой польских улан генерала Казимежа Турно, клюнув на тактический прием ложного отступления, так называемый «вентиль», угодил в засаду.
Поляки погнались за бегущими и отступающими в ужасе как будто бы казаками и попали в западню, потому что с двух сторон на них ударили уже другие казачьи полки, которые ждали их в засаде, в том числе ставропольские калмыки, башкиры и крымские татары. Поражение было полное. Практически целый полк поляков был разгромлен полностью, и в плен попало большое количество людей. Поляки, конечно, храбро оборонялись. В плен попали в основном они все ранеными. Генерал Турно впоследствии вспоминал: следуя по дороге на Турце, не видели никого, кроме казаков, башкир, калмыков, которые обычно двигались галопом, проскальзывая от оврага к оврагу, чтобы стрелять с более близкого расстояния. В мгновение ока равнина у Симакова была затоплена легкими войсками. Я никогда не слышал воя столь ужасного, чем тот, который поднялся в этот момент. Толпы башкир, калмыков и казаков обошли кругом эти неподвижные эскадроны, отрезая им обход и связывая их узлом. 3 раза они повторяли атаку и 3 раза разбивались напротив линии, которая их отбрасывала. Другой польский офицер Колочковский вспоминал, что после боя при мире поле было устлано трупами казаков, калмыков, башкир и крымских татар. Скорее всего, очевидец несколько сгустил краски, но все же факт превосходства регулярной кавалерии, особенно тяжелой, кирасир, карабинеров, конных гренадеров, был налицо. Что касается легкой кавалерии, гусар, улан, шевалежеров, то с ними и регулярная кавалерия России могла сражаться почти на равных. На башкирах следует остановиться отдельно. На протяжении предшествующих 100 лет царские власти, живо помнившие времена многочисленных башкирских восстаний, запрещали распространение среди них современного огнестрельного оружия. В итоге в распоряжении башкир осталось лишь холодное оружие, сабли, пики, луки, стрелы, а также устаревшие фитильные ружья типа аркебуз и пищали XVII века. Однако, оказавшись на фронте, башкиры быстро обзавелись трофейными ружьями и пистолетами, изучили тактику ведения боя и вскоре мало чем отличались от казаков, что и показало сражение у деревни Молево болото. Бой у Молева болота, расположенного близ Смоленска, состоялся 27 июля 1812 года. Здесь части 2-й дивизии легкой кавалерии генерала Себастьяни сразились с авангардом корпуса атамана Платова под командованием полковника Денисова. Василий Тимофеевич Денисов, 7-й, донской казак, генерал-майор в 1814 году. Участник подавления польского восстания 1794 года, войны 4-й коалиции 1806-1807 годов, герой Отечественной войны 1812 года. Полковник Поликарпов в своем боевом календаре-ежедневнике Отечественной войны 1812 года писал: адъютант атамана Платова, поручик Павлоградского гусарского полка Жилин, командуя 200 отборными башкирами, вел с неприятелем перестрелку, а когда сблизились с неприятельским корпусом, то вместе с казачьими полками сделал на оный сильный удар. Эти 200 лучших башкирцев с огнестрельным оружием сначала устроили перестрелку с конными егерями, а затем стремительно вместе с донскими казаками напали на них, опрокинули и несколько верст гнали до пушек, до самых. А немецкий врач Росс, Генрих Росс, который был врачом в французской армии, описывает это событие, что вдруг на наш лагерь, который уже находился в глубине, обрушились бегущие в панике гусары и конные егеря, а за ними неслись башкиры, стреляли из лука стрелами, поражали пиками, навели панику, тут все разбежались. И вот эта атака при Молевом болоте, она была одним из проявлений такой уже активности башкирского полка, но здесь, надо отметить, изменился характер вооружения. 200 человек имели огнестрельное оружие и участвовали сначала в перестрелке с конными егерями, а потом уже участвовали в боевых действиях. В арьергардных боях под Миром, Несвежем, Романовым, Молевым болотом, Смоленском и Можайском 1-й и 2-й башкирские полки прошли закалку огнем, став цветом башкирской кавалерии. Множество воинов удостоились наград, хотя имена далеко не всех героев известны историкам. Есть так называемые формулярные списки, самые ранние которых относятся к 1836 году. То есть в этот список попали те, кто живой вернулся с войны и в этот момент еще находились на военной службе.
те, кто вот погиб, или вот по инвалидности, или вот по возрасту уже вышли в отставку, они в этот список не попали. Поэтому тот список, который нами был опубликован, он еще не совсем полный. Ведется работа вот пока по дополнительному выявлению вот этих данных, она постепенно дополняется. Эта работа как бы ведется постоянно. Бои корпуса Платова в арьергарде отступающей русской армии продолжались все лето 1812 года. Первый башкирский полк в течение этого периода находился в его составе. Вероятно, именно это обстоятельство хотел подчеркнуть художник-баталист Александр Орловский, рисуя портрет генерала. Впереди на коне атаман с булавой в руках, а позади два казака и башкир. Пока первый и второй башкирские полки сражались на передовой, в Башкирии шло формирование еще 18 башкирских полков. Такое количество кавалерии из числа народа, который, говоря языком того времени, не относился к природным россиянам, выглядит феноменальным. Причем башкиры шли на войну с большой охотой. Чем было вызвано это рвение? Во-первых, всем было ясно, что страна подверглась внешней агрессии. А во-вторых, и это главное, царь был гарантом неприкосновенности вотчинного права башкир. Он не покушался на обычаи и религию башкир, не говоря уже о языке. И за это они были ему благодарны. К тому же, не поддержать царя в эту отчаянную минуту означало бы нарушить статус-кво, ставший результатом договоренности с монархией в ходе длительной вооруженной борьбы башкирского народа за свои права. 26 августа 1812 года состоялось знаменитое Бородинское сражение, в котором принял участие первый башкирский полк. Полк стоял в боевом охранении, вступал в перестрелки, но непосредственно в боевой контакт не входил. Почему? Просто так бросать на гибель конницу было глупо. Командование понимало, что этого нельзя делать. И оно берегло, оно использовало по назначению. Зато следующий день, когда русская армия отступала от Бородино к Можайску, наступил звездный час и донских казаков, и башкир. Французы, конечно, хотели разгромить русскую армию, уходящую к Москве, хотели нанести большее поражение. И вот для того, чтобы задержать французов, а впереди шел генерал Мюрат, французский маршал Мюрат со своей кавалерией, гусарами, целый день на Марфином лугу, вот на этом большом плато, башкиры и донские казаки вели бой. После Бородина первый башкирский полк был включен в состав партизанского отряда полковника Ефремова. Иван Ефремович Ефремов, донской казак, служил в лейб-гвардии казачьем полку. В 1812 году командовал партизанским отрядом, затем вернулся в лейб-гвардию. Закончил службу в 1829 году в чине генерал-лейтенанта. Ефремов был лихим партизаном. В приказе главнокомандующего всеми армиями читаем: войско Донского господин полковник Ефремов был отряжен от армии на Серпуховскую дорогу с полками Донским Андрианова II, Симферопольским конно-татарским и с Первым башкирским. 14 числа сентября при селе Вышневском, встретив неприятеля, нанес ему сильное поражение, при коем взято в плен 500 человек. Таковой подвиг полковника Ефремова и бывших под его командой чинов не премину донести до высочайшего сведения. Именно в партизанских лагерях под Москвой воины первого башкирского полка стали сочинять первые куплеты песни «Любезар», один из вариантов которой башкирский поэт, драматург и фольклорист Фазыл Туйкин в 1912 году включил в свою пьесу «Ватан Кахарманлары» «Герои Родины», посвященную столетию Отечественной войны 1812 года. Как Наполеон пришел в Москву, так узнал, кто он таков. Скачет башкир, скачет тептяр, не найдут его следов. Любезники любезар, молодис, молодис. Под Москвой первый башкирский полк действовал в составе партизанского отряда князя Николая Кудашева, зятя главнокомандующего Кутузова. Николай Данилович Кудашев, потомок темниковского Булая Мурзы Кудашева, участник войны Третьей коалиции 1805 года, русско-шведской войны 1808-1809 годов. В 1812 году состоял при штабе своего тестя Кутузова, а затем командовал армейским партизанским отрядом.
Кудашев отправил одного из башкир с донесением Кутузову о партизанских действиях. Кутузов, прочитав донесение, написал ответ какой-то, вышел на крыльцо, отдавая ответ, и сказал этому посыльному: «Любезные вы мои башкирцы, хорошо деретесь, молодцы». И посыльный вернулся, сказал, что видел самого Кудуса. Кутузова так башкиры называли. И все стали спрашивать: а что же он сказал-то тебе? Он сказал, что какой-то любезники, он не понимал это слово любезный, любезники, любезар, что ли, сказал. Сказал молодцы. И вот башкиры первого полка решили эту фразу запомнить и создали песню, где припевом звучат слова Кутузова. Кутузова башкиры очень уважали. Не добившись капитуляции России, Наполеон покинул разоренную Москву. Отступающая армия Объединенной Европы таяла под ударами преследующих летучих кавалерийских отрядов. 31 октября 1812 года фельдмаршал Кутузов писал своему другу, оренбургскому губернатору князю Волконскому: «Вы не можете представить, ваше сиятельство, радости и удовольствия, с каким все и каждый из русских воинов стремится за бегущим неприятелем, и с какой храбростью наши воины, в том числе казаки и некоторые башкирские полки, поражают их». Картина Агюста Дезарно «Стычка французов с казаками под городом Красный» автобиографична. Он был военнослужащим армии Наполеона. Считается, что в образе сброшенного на землю офицера он нарисовал самого себя. В центре картины донец, пронзающий пикой француза. На втором плане башкир. Еще одного можно разглядеть в массе конников, окружающих противника. Изображения башкирских воинов на картинах, синхронных с Отечественной войной 1812 года, строго историчные, поэтому можно с уверенностью сказать, что они перекликаются с действиями именно первого и второго башкирских полков. Почему только с ними? Дело в том, что остальные 18 башкирских полков включились в боевые действия либо в конце войны 1812 года, либо приняли участие уже в заграничных походах русской армии 1813-14 годов. Вот и на картине Дезарно фигура башкира прямо указывает на первый башкирский полк, который действительно участвовал в бою под городом Красный на Смоленщине. Таким образом, уникальность истории первого башкирского полка заключается в том, что по картинам и другим культурным артефактам можно проследить почти весь его боевой путь. В январе казаки атамана Платова и первый башкирский полк в их числе осадили хорошо укрепленный портовый город Данциг, ныне польский Гданьск. Когда в одном из боев крымские татары напали на вышедших из крепости пехотные части французов с пушками, они делали тоже контрвыходы из этой крепости, и бой принял характер не очень в пользу крымских татар. А башкирский полк передислоцировался, просто менял позицию, переносился в другое место. И кто-то услышал, там идет бой, кто-то сказал, что как же так, вот идет бой, но нам туда не приказано идти, ну как же мы бросим своих товарищей, что ли? Там же наши люди бьются, как кто, не знаю. И башкиры прискакали туда на поле боя, сразу ситуация изменилась в пользу русских войск, французы начали сразу отступать обратно в крепость. Это было, скажем так, проявление воинского товарищества. Это прямо в документах описано, что никто их туда не посылал. По собственному велению, по желанию спасти товарищей, помочь товарищам, они ринулись на звук боя, вступили в бой, не задумываясь, и помогли одержать победу. Осада Данцига затянулась на целый год, поэтому в феврале 1813 года первый башкирский полк был переведен в летучий отряд Бенкендорфа. Александр Христофорович Бенкендорф, участник войны Третьей коалиции 1805 года, русско-турецкой войны 1806-1812 годов. Во время Отечественной войны 1812 года командовал авангардом летучего отряда генерала Винценгероде. В 1826 году был назначен начальником политической полиции 3-го отделения собственной его императорского величества канцелярии. Отряд Бенкендорфа действовал в Германии, где нанес французам несколько чувствительных поражений, а затем и вошел в освобожденный Берлин. Иоганн Фридрих Югель на своей картине «Первые казаки в Берлине» 20 февраля 1813 года запечатлел это событие.
Перед нами отряд иррегулярной конницы, состоящий из донских казаков и воинов первого башкирского полка. Один из них в железном шлеме вооружен пикой, саблей, луком со стрелами и пистолетом, заткнутым за пояс. У второго на голове традиционная круглая шапка с высоким верхом, у третьего – малахай. Среди них мы видим даже женщину. На первом плане нарисовано 3 казака, а сзади несколько башкир, причем среди них одна женщина, башкирка. Вместе с башкирами она держит, у нее женская, значит, платок, но в руке она держит пику. Вместе с всеми наступает в атаку, идет на Берлин. И вот получается, что в первом башкирском полку была женщина, башкирка, сопровождала своего мужа. Вот такой факт, он вообще подтверждается и воспоминаниями Джентюри, которые были записаны Зефировым в 30-е годы XIX века. И Зефиров видел Джентюрю, его жену, которая участвовала в этом заграничном походе. Это он описывал. Возможно, Джентюря вот служил в первом башкирском полку. Возможно, это изображение его жены. Мы этого, конечно, не знаем. Но то, что это женский портрет, это очень важно. Это немецкий художник нарисовал для информации своего времени, для газет своих. Тогда гравюры были в качестве иллюстраций. Другим репортажем о жизни Берлина тех дней является гравюра живописца Карла Кубеля «Башкир на улице Унтер-ден-Линден» 11 марта 1813 года. Воин первого башкирского полка демонстрирует берлинцам лук со стрелами. На боку у него висит сабля, а в кобуре пистолет. В непринужденной обстановке происходит так называемый контакт цивилизаций. Однако эта идиллия длится недолго. Уже через несколько дней, 21 марта, в бою под Люнебургом, возможно, кто-то из изображенных воинов участвует в смертельной атаке, описанной в документе. Быв в охотниках, при ударе на неприятельскую батарею, невзирая на сильный огонь из орудий картечью и из ружей на них производимый, первые врезались в кавалерию и пехоту, прикрывавшую оную батарею, и, сбивая неприятеля пиками, ободрили своих товарищей и поощрили их к той же храбрости. Достойны отличия военного ордена, генерал-майор Бенкендорф. Среди представленных к награде казаки первого башкирского полка Исангул Исангужин, Узянбай Максютов, Мырдаш Арапов, Хусейн Абубакиров, Ниязгул Юлтыев, Абдулла Кутлугужин, Буранбай Чувашбаев. Этот и многие другие документы свидетельствуют о высоком уровне боевой выучки воинов первого башкирского полка, приобретенной за прошедшие месяцы войны. Они уже вызываются в охотники, то есть в добровольцы, для выполнения особо опасных задач, и под градом пушечной картечи и пуль сшибает не только вражескую кавалерию, но даже пехоту, что для любой конницы, особенно легкой, всегда было трудной или почти невыполнимой задачей. В рапортах Бенкендорфа и других командиров уже нет места для снисходительного скепсиса первых дней войны. В ноябре 1813 года Бенкендорф с несколькими полками кавалерии вторгся на территорию Нидерландов. Авантюрный от начала до конца план в конечном итоге обернулся неожиданным успехом. Страна освободилась от войск Наполеона и образовалось нынешнее королевство Нидерланды. Башкиры шли в авангарде и по приказу начальства соорудили понтонный мост в месте переправы отряда Бенкендорфа через реку Эйсел, недалеко от крепости Девентер. Теперь на этом месте стоит памятник воинам первого башкирского полка. Голландцы вспомнили, а почему нельзя поставить памятник башкирам, которые вот здесь переплыли эту реку? Дело в том, что голландцы сохранили о башкирах память буквально. То есть, и когда я был в Нидерландах, они показывали, вот на это дерево залазил башкирский наблюдатель, вот к этой стене, вот в этом месте башкиры привязывали лошадей. Памятник стоит в воде во время разлива реки, чтобы показать, что башкиры переправлялись, а здесь они плыли, и, в общем-то, важность того, что здесь была, именно форсировалась река. А в летнее время, когда река сужается, то есть высыхает, это место красивая лужайка, зеленая. О другой, дерзкой боевой операции первого башкирского полка сообщает в своих мемуарах Бенкендорф. В это время вернулся князь Гагарин, которого я посылал по правому берегу Мерка с башкирским полком, эскадроном гусар и 2 орудиями. Не раздумывая над тем, что враг по числу намного превосходит его,
Ночью князь предпринял атаку, закончившуюся полным успехом. Тергейт был отнят, захвачено 200 пленных. Я хочу сказать, что насколько был уровень первого башкирского полка в тактическом отношении подготовлен, что для них уже атаковать европейскую крепость, современную, каменную, ночью не представляло никакой сложности. Это была успешная атака, и французы отступили. Вот это говорит о высоком мастерстве. В марте 1814 года первый башкирский полк, вернее то, что от него осталось, вошел в поверженный Париж. За время всех военных кампаний полк потерял до 2/3 личного состава. Командир полка майор Лачин был убит. Двое последующих командиров, майор Федор Гагарин и полковой старшина Кутлугильды Тимиров, попали в плен. Последним командиром полка стал Есаул Ихсан Абубакиров, башкир рода Кыпчак из деревни Ташево, ныне затопленной Нугушским водохранилищем. Человек 20 мы смогли выяснить по формулярным спискам, что с этого полка именно были награждены орденом Святого Георгия. Есть, конечно, и награжденные орденом Святого Владимира с бантом, Святой Анны 3 степени, Святой Анны 4 степени. Тот же самый Ихсан Абубакиров. У него 2 ордена. И он вполне мог подавать документы на дворянство, но по каким-то причинам он дворянство не получил. Скорее всего, я думаю, у него самого такого желания не было. Ихсан Абубакир был жив еще в 1843 году, так как в формулярном списке за этот год было указано: Ихсан Абубакиров, сын Карачев, имеет ордена Святой Анны 3 класса, Святого Владимира 4 степени с бантом, в память 1812 года и за взятие города Парижа 19 марта 1814 года серебряной медали. С 1811 по 1815 год с первым башкирским полком в армии противофранцузских войск и в сильных сражениях находился. Сколько чистой простоты было в этих героических людях, ничего не требовавших воздаяния своих подвигов в деле защиты страны. Ихсан Абубакиров даже не захотел быть дворянином, чтобы не омрачать братских отношений с членами своей родовой общины. И в Москве бывали мы, и Париж видали мы, и захватчика француза хорошо бивали мы. Песня «Любизар», зародившаяся в походных бивуаках под Москвой, еще занятая Наполеоном, дописывалась в течение 1813 и 1814 годов, ведь в ней есть итог всего боевого пути первого башкирского полка. И Париж видали мы.